В рамках рабочей поездки в Москву глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Премьер-министр поинтересовался социально-экономической обстановкой на территории субъекта. В свою очередь руководитель региона рассказал о значительных успехах в данном направлении. Уважаемый Рамзан Ахматович, в преддверии проведения правительственной комиссии по развитию Северного Кавказа мы проводим встречи с руководителями субъектов. И сегодня социально-экономическая модель развития Чеченской Республики, которая была проработана правительством, курирующим вице-премьером, вашей командой, активно демонстрирует свои первые результаты. Пожалуйста, хотел бы, чтобы в двух словах рассказали, как идет социально-экономическая модель развития. Пожалуйста. Спасибо, что приняли меня, разрешили кратко рассказать о текущем состоянии. В первую очередь хочу отметить достигнутые нами за 2022 год показатели модели экономического развития республики. Рост объема инвестиций в основной капитал 135,5 при плане 102%. Темп роста выпуска товаров и услуг 128,2 при плане 108. Число рабочих мест 334 при плане 245 тысяч рабочих мест. Модель экономического развития включает 5 прорывных проектов на 123 миллиардов рублей с созданием 5411 рабочих мест. Итого объем вложенных небюджетных инвестиций по всем 5 проектам по состоянию на 1 апреля 2023 года составляет 15 миллиардов 680 миллионов рублей. Создано 456 рабочих мест. Бюджетный кредит в Чеченской Республике с привлечением инвестиционного бюджетного кредита на 2022-2023 года реализуется 8 инвестиционных проектов на 5,2 миллиардов рублей. В настоящее время заключены контракты по всем 20 объектам. По 12 объектам ведется строительство, по 8 разрабатывается ПСД. Общая стоимость инвестиционных проектов с учетом ИБК составляет 78 миллиардов рублей. При этом доля небюджетных инвестиций 93%. В результате мы планируем построить 1,3 миллиона квадратов метров жилья до конца 1937 года, создать 1100 рабочих мест. И суммарно региональный эффект от жилищного строительства составит 78 миллиардов рублей. Для обеспечения растущего строительного рынка планируется строительство новой технологической линии цементного завода мощностью 1 миллион тонн и объекта генерации электроэнергии на 48 мегаватт. Общая стоимость проекта почти 23 миллиарда рублей. Из них 8,7 миллиардов рублей инвестиционный бюджетный кредит. Рамзан Ахматович, это очень важно. Инфраструктурные бюджетные кредиты сегодня, которые по поручению президента мы активно распределяем между субъектами. Это важный такой импульс для строительства. Знаю, что еще есть целый ряд проектов, и вы сейчас будете отрабатывать это с федеральными властями. Активное жилищное строительство, которое сейчас ведется, в том числе расселение аварийного жилья в Чечне, это один из основных показателей развития республики. Важно, чтобы в регионе была создана вся необходимая инфраструктура. В прошлый раз, когда мы с вами встречались, вы показывали мне школы. Они были готовы к открытию. Мы были в одной из таких школ. На эти цели направлено существенное финансирование. Расскажите, пожалуйста, как здесь дела? Социальная сфера, благодаря поддержке правительства России, нам удалось в 2022 году ликвидировать трехсменный режим обучения в школах Чеченской Республики. В 2022 году построено и введено в эксплуатацию 17 школ на 11 тысяч мест. На 2023-2024 годы запланировано строительство еще 35 школ на 23 тысячи мест. Главной задачей на ближайшее время является предупреждение рисков возникновения третьей смены. Надеемся, что правительство России в дальнейшем продолжит финансирование строительства новых школ. Кроме того, в 2022 году построено 6 детских садов на 900 мест. В Чеченской Республике полностью ликвидирована очередность в детских садах и обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей до 7 лет.
2023-2024 года в рамках различных программ запланировано строительство 13 новых школ, детских садов, в которых будет создано 1500 мест. Еще вы показывали мне вузы и идеи, связанные с открытием филиалов высших учебных заведений. Я думаю, что это тоже очень важная сфера, которой вы уделяете повышенное внимание. Хочу пожелать удачи и держать все на личном контроле. Как вы это делаете, Рамзан Ахматович? Спасибо, обязательно, да. Не подведем, да. Также Рамзан Кадыров встретился с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. В ходе беседы политики обсудили вопросы, связанные с социально-экономическим развитием республики, повышением качества жизни людей, а также меры поддержки участников СВО и их семей. Вячеслав Викторович поблагодарил руководителя субъекта за большой вклад в защиту Родины и борьбу с украинскими неонацистами. Глава Чеченской Республики, в свою очередь, выразил слова благодарности за помощь в решении сложных вопросов, а также отметил, что Володин – человек, обладающий колоссальным опытом и профессионализмом. Он умеет найти эффективный подход к решению задач государственной важности. Депутат Государственной Думы России Адам Делимханов в своем телеграм-канале поделился видео с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Он отметил, что руководитель субъекта всегда даст мудрый совет и направит на правильный путь в любом вопросе. Национальный лидер прикладывает все усилия на благо нашей религии, народа и страны. Он напомнил, что у Рамзана Кадырова состоялся ряд важных встреч в Москве, в ходе которых обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития республики, а также вопросы реализации СВО на Донбассе и Украине. В завершении Адам Делимханов выразил благодарность главе за самоотверженный труд во благо Родины. Ассаламу алейкум. Вы Бехда, вы выше Рамзан Хадж. Москва. Дух встречи, дух вы там долж холя, там поющий больш Исамс Богвантя. Украина долж холана, дах выштвойцах. Долж умана мосу направления. Дересл да алшвил. Выеда. Алейкум ассалам. Ахмад сила, Россия мощно, Донбасс непобедим, кто не с нами, кто не с нами. Да, алшвил, да, мула. Бог отведарил. Ахмад сила, Аллаху Акбар. Современные тенденции развития детей раннего возраста в региональной системе дошкольного образования, эффективные практики работы с малышами, развитие социального взаимодействия у старших дошкольников с нарушениями зрения. Эти и другие темы в своих докладах озвучили и обсудили участники конференции «Современные подходы и технологии в организации работы с детьми». В событии приняли участие начальник департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хадижат Кадырова, председатель Совета при главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества и правам человека Тимур Алиев и председатель Комитета правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию Адам Черхигов. Главная цель проведения мероприятия – актуализация проблем модернизации содержания дошкольного образования и поиск путей их решения, обмен опытом и представление современных психолого-педагогических технологий работы с детьми, их родителями и педагогами. Мне очень приятно, что мои коллеги из Чеченской Республики уделяют этому столь большое внимание и столь требовательны к теме, о которой мы сегодня достаточно много говорим и будем говорить. В детских садах создана великолепная образовательная среда. Естественно, возникают вопросы по разным технологиям, которые мы бы хотели еще внедрить в практику нашей работы. Но эти технологии, они накладываются достаточно хорошо на существующую уже, созданную, великолепную, предметно-развивающую среду в учреждениях, в дошкольных учреждениях Чеченской Республики. В регионе прошла международная историческая акция «Диктант Победы» на знание событий Великой Отечественной войны. Участникам, среди которых политики, представители науки, творческая интеллигенция, а также участники специальной военной операции, предстояло пройти тестирование, выполнив 25 заданий. Подробнее Амина Тупелагова.
Знать, чтобы помнить, под таким слоганом проходит масштабная акция «Диктант Победы». Он является партпроектом «Единой России. Историческая память» и в 2023 году проводится уже в 5-й раз. Одной из площадок в субъекте традиционно является 45-я ордена Жукова бригада оперативного назначения. В 12 часов на всех 89 площадках Чеченской Республики стартовал Всероссийский «Диктант Победы». Участникам нужно ответить на 25 вопросов, 20 по общевоенно-исторической тематике и 5 по региональной. Задания носят разноплановый характер. Нужно вставить пропущенные слова в тексте, назвать автора поэмы, посвященной войне. На основании приведенного отрывка назвать город, события или участника военных действий. Некоторые вопросы связаны с художественными фильмами и монументами, посвященными Великой Отечественной войне. Вопросы были интересные, какие-то сложные, какие-то не прям такие сложные. Все равно интересно, вспоминаешь про историю России, про историю Советского Союза, про своих родственников. Я принимаю участие в этом диктанте первый раз. И я думаю, что это очень важно для нашего подрастающего поколения и для следующего поколения. Ринат Ахмедов принимает участие в «Диктанте Победы» не впервые. Более того, в прошлом году он стал одним из 5 победителей регионального этапа. В первый раз у меня вышло успешно, я стал победителем. Это получается у меня 2-й раз. Честно говоря, мне очень понравилось. Я считаю, что каждый человек должен знать историю своего отечества, историю своей родины, потому что, не зная своего прошлого, мы не сможем построить свое будущее. Принять участие можно было как на очных площадках, так и онлайн. Каждый год наблюдается динамичное увеличение числа участников. В этом году от нашей бригады в акции принимают участие более 100 человек. В их числе военнослужащие, гражданский персонал и учащиеся нашей ведомственной общеобразовательной школы. Основной площадкой проведения акции стал Грозненский государственный нефтяной технический университет. В «Диктанте Победы» наряду с политиками, представителями науки и культурной интеллигенции принимали участие и руководители силовых подразделений, побывавшие в зоне специальной военной операции. Пользуясь случаем, командир ОМОНа Анзор Бисаев обратился к молодежи. Среди многочисленных участников был и победитель прошлого года Адамгирай Хамиев. Мужчина поделился, что подобный исход стал для него приятной неожиданностью, а любовь к истории родной страны сподвигли его и в 2023 году проверить себя. Это поднимает дух, это поднимает интерес ко всему этому. Полгода читал историю, подготовился к этому мероприятию, не знаю, правильные у меня будут ответы или нет. В любом случае, сейчас, 9 мая, я непосредственно, как победитель прошлого года, принимаю участие в параде Победы. В Чеченской Республике патриотическому воспитанию придают огромное значение, причем не в рамках какой-либо государственной программы, а в первую очередь это особенность менталитета, испокон веков дошедшая до нас от наших предков. Мы знаем, что на фронтах Великой Отечественной войны наши земляки, наши отцы, наши деды, показывая примеры мужества и отваги, героизма, защищали и отстояли свободу и независимость нашей страны. И сегодня также мы все с вами знаем, что и глава Чеченской Республики, Герой России, член Высшего Совета партии «Единая Россия» Рамзан Ахматович Кадыров уделяет очень пристальное внимание воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, приверженности к тем традициям, обычаям наших народов нашей республики в том числе. Важное и символическое значение имеет и то, что в этом году к масштабной акции присоединилась еще одна региональная площадка на базе Российского университета спецназа. Именно он с начала СВО является главным центром военной подготовки, в котором собираются настоящие патриоты со всей страны. Несмотря на то, что инструктора, они заняты ежедневным делом, вы открыли такую площадку, предоставили такую возможность, очень символично, что это мероприятие, цель сохранения истории проходит на базе Российского университета спецназа, который точно так же сегодня защищает нашу историю, наше будущее. Мы вам благодарны, главе республики Рамзану Ахматовичу, мы вам благодарны не только за эту площадку, за всю вашу работу, за всю ваш командный подход сегодня в деле защиты наших национальных интересов. «Диктант Победы» выступает флагманом в реализации стратегических целей сохранения исторической памяти и патриотического воспитания подрастающего поколения. От высокогорья до равнин обширная география акции охватывает 46 стран и более 22 тысяч площадок, как подтверждение любви и уважения к историческому наследию Российской Федерации. Амина Тупилагова, Ислам Ибрагимов, Хусейн Мурдаханов, Сайтель Мампукаев. Вести. Чеченская Республика.
В рамках празднования Дня чеченского языка в Курчелое состоялся фестиваль-конкурс «Бекала Нейненмот». На сцене участники исполнили национальные песни, хореографические танцы, а также показали элементы национальных традиций. Каждое подобное мероприятие носит в себе цель привить подрастающему поколению знания родного языка, его истории и обычаи. Подобные фестивали проходят по всему субъекту. Инициатором является министр культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова. В студии радио ГТРК «Войнах» подвели итог конкурса на знание чеченского языка «Нохчимат Оман Хазна» среди школьников гимназии номер 5. Он состоял из 8 этапов. Ребятам предстояло угадать названия животных, продолжить пословицы и так далее. Это первый конкурс, запущенный телерадиокомпанией в целях популяризации чеченского языка среди младшего поколения. Он посвящен году чеченского языка, который был объявлен главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым с целью мотивации к изучению и сохранению родной речи. По завершению соревнований победители получили фирменные подарки от руководства телерадиокомпании «Войнах». Şun masarını devresi, kuzdahkırna, kokolsuna dağlatırna, nokçu mot şeyin bizer, şeyin iz homin kılıp gayta açtan dağkırdakken. Dağ dikens virklen bol, dağ ki başka soğudu hiyu. Şu san kegir koyut eki uçlu çuvar, nokçu mot sani bağlı boştun sağgattir. Sun nok dogloş kılır, i dok duzaldu devresi, şu giç, nokçu mot diyebar kılır, iz bayırtsa kılır, Kofeşn dok devresi, şun horun dağ tehe berkti, şavik pulan poluktan, kuzeyno devresi. В столичном аэропорту состоялась очередная отправка защитников Родины. Добровольцы из разных уголков страны прибывают в регион для обучения военному делу в РУС с последующим участием в специальной военной операции на Украине. Проводить их прибыли официальные лица республики. Подробнее Лейла Муртазова. Ой, почему Рамзан Ахматович, Герздек, Хормек, Шамилда, он лата, Дяштан, Вештал, Хумана, Оснат, Эдуард, иншаллах. Эти бойцы с нетерпением ждут момента, когда наравне со своими боевыми товарищами будут защищать свое государство от внешнего врага. Российский университет спецназа очередной раз подготовил добровольцев, в число которых входит немало чеченцев, а также представителей различных регионов нашей страны для отправки в зону СВО. На проводы прибыл председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов. Он обратился к бойцам с напутственной речью. Поддерживайте друг друга. Наше дело правое. Самое главное, чтобы вы все знали, в душе были уверены. Ребята, наше дело правое. Мы боремся, прежде всего, быть людьми. Для многих добровольцев это не первая отправка на передовую. Они уже имели опыт ведения боя в горячих точках, но не перестают совершенствовать свои боевые навыки. Под руководством инструкторского состава РУС они прошли тактическую и огневую подготовки. Второй раз с другом вместе заходим. Не знаю, мы просто не смогли остаться в стороне с другом. Как мы будем смотреть нашим детям, внукам в глаза, когда они спросят: отец, дед, где ты был, когда была война? Большинство из новобранцев входят в состав спецназа «Ахмат» из-за лучших условий, которые предоставляют руководство субъекта. Это регулярная поддержка главы республики Рамзана Кадырова и регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, оказываемая всем военнослужащим, стоящим на защите нашего государства. Совсем скоро добровольцы отправятся в зону проведения специальной военной операции и наравне с российскими военнослужащими будут выполнять возложенные на них задачи. Лейла Муртазова, Сайдамин Мусаев, Вести, Чеченская Республика. Поддержать бойцов, проходящих подготовку перед отправкой в зону специальной военной операции на базу Российского университета спецназа прибыла религиозная делегация с благой миссией. Чинность синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Императорского православного палестинского общества и Совета ветеранов СОБР «Столица» передали солдатам боевое православное знамя Николая II. Данное полотно уже успело побывать на освобожденных территориях Донбасса. Оно является символом единства и победы. Аналогичное находится и у директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Виктора Золотова. В свою очередь сотрудники университета спецназа вручили гостям памятные подарки. Мы можем видеть на фронте и православных священников, и муфтиев, и лам, которые ездят к ребятам, к буддистам.
вот, помогают, поддерживают. Ну и каждая религия традиционная, она же не несет зла, любая религия проповедует любовь. Вот, как христианство, как мусульманство. И в каждой религии есть свои определенные символы. И вот эти вот знамена православные, которые мы сотнями, тысячами раздаем, шевроны православные, а ребята вот мусульмане, они делают шевроны свои, со своими символами. Причем интересная сейчас тенденция идет, если первые полгода делали шевроны с буквами там Z, В, О, то последние, начиная с осени, в основном шевроны, которые я вижу на том же фронте, что православные, христианские, что мусульманские, они идут именно с религиозной тематикой. Потому что люди прекрасно понимают, с какими силами им приходится там бороться. В ЧГУ имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова открылась международная научно-практическая конференция «Дашириевские чтения». Мероприятие посвящено 105-летию профессора Юнуса Дашириева. Подробнее в следующем материале. Лауреат международных и советских премий в области языкознания. Он стал первым чеченцем, кандидатом филологических наук, профессором. Юнус Дашириев – действительный член Академии наук Гарвардского и Оксфордского университета. Дашириев Юнус Дашириевич – выдающийся педагог и языковед, участник боев за Москву и один из тех, кто встал у истоков развития образования в Чеченской Республике. Научно-практическая конференция в Чеченском государственном университете имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова посвящена именно ему. Не просто сидя в кабинете, он очень много ездил, он очень много командировок у него было. Он часто бывал на Кавказе. Обязательно, если он на Кавказе, он, конечно, заезжал в свое родовое село. Учеба у него была колоссальная, конечно, поэтому он и стал таким известным лингвистом. Он был одним из ведущих лингвистов в мире, то есть его очень хорошо знали в мире, не только у нас в республике. Дашириевские чтения собрали делегатов из ведущих вузов страны, в их числе директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик. На конференции он озвучил ряд методов для решения проблемы исчезновения национальных языков России. Есть очень много языков России, и, к сожалению, большинство, которые находятся совсем в другом положении. Они перестали передаваться из поколения в поколение, дети усваивают только русский язык. Но при этом есть еще в большинстве случаев достаточное количество носителей, и есть возможность эти процессы, так сказать, повернуть в обратную сторону. Более 90% жителей региона свободно владеют чеченским языком. Однако на сегодняшний момент, когда приходится наблюдать за тем, как глобализация поглощает целые этносы вместе с их культурой, руководство региона предпринимает меры по популяризации и актуализации родной речи. Я очень счастлива и рада говорить на своем родном языке, и хотела бы довести и до других, чтобы они тоже в своей семье, своими родными говорили на родном языке, потому что это поможет и в дальнейшем сохранить язык. Языки народов Российской Федерации – национальное достояние страны. Они находятся под защитой государства, говорится в федеральном законе от 24 июля 1998 года. Каждому жителю страны обеспечено право изучать и говорить на своем родном языке. На базе Чеченского государственного университета имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова проходит еще одно мероприятие. Это семинар, посвященный теме аттестации научных и научно-педагогических работников. В зале присутствуют представители целого ряда вузов России. В ходе мероприятия обсудили эффективность оценки научной квалификации, особенности присвоения ученых званий и признания иностранных ученых степеней, а также ряд других тем, актуальных в научном мире. Даем и свои предложения, и даем свое видение, как экспертное сообщество, высшее экспертное сообщество, хотя у нас есть Академия наук, которая считается экспертным по всем направлениям, но тем не менее в области аттестации в это экспертное сообщество мы даем в том числе свое видение, рекомендации по запросам Миноборнауки России. На базе вузов региона не впервые организовываются мероприятия всероссийского уровня. Для руководства республики поддержка научно-образовательной сферы – одно из приоритетных направлений. Луиза Яхяева, Резван Насипов, Вести, Чеченская Республика.
Гудермесский городской суд признал виновным местного жителя в совершении преступления. Установлено, что подсудимый повторно управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии. Суд признал наказание в виде обязательных работ с лишением права управления транспортом на определенный срок и дисквалификации автомобиля в доход государства. Стоит отметить, что в текущий период с 2023 года произошло значительное снижение таких преступлений более чем на 39%. Такое стало возможным в силу вступивших изменений Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации с июля 2022 года. Теперь автомобиль собственника в случае повторного управления автомобилем подлежит обязательно конфискации. Применение данной меры наказания способствует повышению безопасности дорожного движения, минимизации транспортных происшествий, причинению вреда здоровью, а также ущерба транспортному средству. Платежная система «Мир» запустила акцию с кэшбэком до 50% за билеты на матчи «Мир» Российская премьер-лига. К ней присоединились все 16 клубов. Покупать с выгодой по карте «Мир» можно не только билеты на игры, но и абонементы. Мадина Нуцалчиева с подробностями. Море эмоций и впечатлений любителям футбола ежегодно дарит Российская премьер-лига. А кэшбэк до 50% за онлайн-покупку билетов на матчи платежная система «Мир». К их очередной совместной акции присоединились все 16 клубов РПЛ. Я с 2008 года болею за наш футбольный клуб «Ахмат». С начала весенней части чемпионата я оформил карту болельщиков. И, например, когда я получил билет на первый матч, я получил кэшбэк 50%. И на последующие матчи, когда я приобретал билет, также получал кэшбэк в виде 30%. Стоит отметить, что это уже вторая подобная акция. Первая проходила с 15 августа по 13 ноября 2022 года. Тогда кэшбэк составлял 10%. Сейчас у владельцев карт «Мир» есть возможность получить до 50% при первой онлайн-покупке билета и 30% при всех последующих во втором круге «Мир» Российской премьер-лиги сезона 2022-2023. Покупать с выгодой по карте «Мир» можно не только билеты на игры, но еще и абонементы. Максимальная же сумма, которая может быть зачислена на одного держателя карты, составляет 3000 рублей. Чтобы получить кэшбэк, нужно всего лишь зарегистрировать свою карту «Мир» на сайте программы лояльности платежной системы. Оплачивать билеты с кэшбэком можно как на сайтах этих клубов, так и на портале kassir.ru. Стоит напомнить, что для посещения всех матчей необходима карта болельщика Fan ID. Оформить ее можно на сайте госуслуг, в том числе на детей до 14 лет. Получить кэшбэк при онлайн-покупке билетов на футбол при помощи карты «Мир» болельщики смогут до 3 июня 2023 года. Мадина Нуцалчиева, Магомед Басаев, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. В Министерстве региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации состоялось мероприятие, посвященное Году чеченского языка. Делегация из Челябинска также присутствовала. После они поехали в станицу Шелковская, где познакомились с культурой татар, турок-месхетинцев, казаков. Подробности в следующем материале. В своем приветственном слове министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудай отметил, что республика всегда рада гостям. Республику сегодня посещает большое количество гостей, туристов, и тенденция хорошая. Ежегодно на 50% примерно увеличивается количество гостей в республике. За прошедший год почти 300 тысяч человек посетило наш регион, мы этому радуемся. Как мы всегда подчеркиваем, радуемся, потому что на протяжении долгого времени мы не могли принимать гостей у себя в республике из-за военных конфликтов, как мы знаем. Но сегодня, хвала Всевышнему, много гостей у нас в республике. Как говорит Рамзан Амач, если вам все понравится в республике, если у вас будут только положительные впечатления, эмоции, это заслуга наших предков. Если что-то не понравится, это наша вина. Хочу поблагодарить еще раз и руководство Челябинской области, и Олега Викторовича, и всех, кто здесь присутствует, потому что налаживание вот этих контактов на всех уровнях, налаживание горизонтальных связей необходимо нам сегодня. Это нас. Мероприятие проходит с участием представителей органов исполнительной и законодательной власти, а также руководителей общественных организаций и представителей бизнеса Челябинской области, которые находятся в республике в рамках культурно-этнографического тура. Народы, проживающие как на территории Чеченской Республики, так и на территории Челябинской области, лучше друг друга узнали. Почему это важно? Потому что
национальные традиции, язык, да, они хоть и различны, но они обладают очень многими общими качествами. И когда человек погружается в другую культуру, он лучше узнает других людей, уходит незнание, да, уходит непонимание. Заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области Александр Зацепин поблагодарил за теплый прием и выразил надежду, что в Челябинскую область в скором времени приедет делегация из республики. Хочу сказать большое спасибо организаторам за то, что вы нас так тепло приняли. Хотелось бы, конечно, чтобы с ответным визитом вы были и у нас. Мы готовы вам рассказать о нашей культуре, представить наши природные ресурсы, показать, как это у нас все организовано. Ну, что касается прекрасных дам, это, конечно же, женщина, это в первую очередь мать, сестра, жена и бабушка. Хочу, чтобы всегда у вас все было хорошо. Александр Зацепин преподнес в качестве подарка Ахмеду Дудаеву оружие. Председатель чеченского регионального отделения Союза женщин России Сацита Уциева отметила, что чеченки заняты во всех сферах жизнедеятельности, занимая большую роль в жизни региона. После исполнили песни и стихи на родном языке. Далее делегация переехала в районный дом культуры Шелковского муниципалитета. На протяжении многих лет в мире и согласии здесь проживают представители различных национальностей, отметил глава Шелковского муниципального района Борис Наипов. Я всегда говорил и подтверждаю, что самое богатство этого района – это наш народ, проживающий в этом районе. Я не вижу перспективы никогда, где одна нация или один этнос проживает, развития я не вижу. А когда многонациональность, когда культура, обычаи, традиции вливаются в одно, это перспектива развития любого общества. В республике функционирует 11 национальных культурных центров и 5 автономий. Представительница Дубовского казачьего центра исполнила песню. Звучали самые разные песни – нагайские, турецкие, казачьи, татарские. Здесь представлены и предметы быта, которыми народности, проживающие в регионе, пользовались несколько столетий назад. Это женское украшение называется по-старинному тостиме. Его в старину надевали, как казачьи, самые богатые семьи. Значит, богатая, знатная девочка выдает замуж девочку, да, семья. После трапезы гости посетили в станице Шелковская православную церковь в честь святой великомученицы Варвары. Всех религий и конфессий в Чеченской Республике должно быть одинаково комфортно. Одно из таких свидетельств у нас в республике немало. Храм может вместить в себя 200 прихожан. Высота купольной части церкви достигает более 20 метров, а общая территория застройки – 1,5 гектара. Чеченская республика – уникальный регион с точки зрения многообразия проживающего населения. Субъект населен представителями множества национальностей с яркой культурой. Объединяют их не только географические, исторические и социальные условия, но и схожесть в традициях и обычаях. Рамзан Абуев, Магомед Басаев. Вести, Чеченская республика. На этом все. Следите за новостями в наших социальных сетях и на платформе «Смотрим».